Песня детско-юношеского хора «Назма» звучит как символ возрожденной Чечни. Оглядываясь на события 11-летней давности, участники сегодняшней встречи вспоминают, в каких непростых условиях начиналось становление региона. Шайх Джамалдаев возглавлял Координационный совет по подготовке к проведению референдума. Он рассказывает, что люди были напуганы настолько, что даже боялись работать в избиркоме. Задача номер один, которую определил Ахмад Хаджи Абдулхамидович, это была задача вернуть в конституционное поле Чеченскую республику. Вот единственный путь, который мог нас вывести из кризиса, из того большого и политического, и, скажем, административного, и территориального кризиса, это было создание, скажем, порождение своей истинной народной конституции. После теракта в правительстве инициативной группе приходилось работать в палатке. Здесь под звуки артиллерийских залпов решалось будущее Чечни. По словам Дуквахи Абдурахманова, противники мира на Кавказе высказывались с предложениями раздробить республику на горную, предгорную и равнинную. Ахмад Хаджи Кадыров выступил категорически против такого заявления. Члены инициативной группы поддержали первого президента. Есть русское слово «страшная ситуация», «трагическая ситуация». Людей наших уводят, люди наши гибнут. Это ситуация, я шерцу, аскил, ярчию тюрьмою, дальше, референдуме, кайохче. Референдум я гюмсе съезд 11 декабря 2002 года. Немцов субах, кади езбах, нахчуч. Приехавший из Москвы генерал-чеченец его поддерживает. Вы можете себе представить? Принятие главного документа республики сопровождалось зачистками и убийствами мирных граждан. Межнациональные отношения в стране были накалены до предела. Большое участие в этом приняли антироссийские силы, которые называли проведение референдума преждевременным. Экскурс в историю Дуквахи Абдурахманова несколько раз прерывался аплодисментами студентов. Эти ребята были совсем малы в то время, когда принимался главный документ, но все они понимают значимость проведенного референдума. У большинства людей появилась возможность независимо работать, заниматься различной предпринимательской деятельностью. Взять от моего отца с момента принятия Конституции, он уже знал, что у него есть некие права и обязанности, что он может на себя, на благо себя работать, что он имеет такое право и никто ему не будет препятствовать. Здесь же состоялось награждение победителей конкурса «Знаешь ли ты Конституцию своей страны», который проводился накануне среди школьников и студентов. Дипломы и подарки из рук Шайха Джамалдаева получили все знатоки главного документа России. Дагмара Касаева, Ибрагим Париулидзе и Луиза Юнусова. Новости.